Это невиданная подлость. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как ситуация только накаляется и почему ее никто не решает. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Очередное обострение ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана. По итогам боя есть убитые и раненые. Стороны винят друг друга и выдвигают зеркально противоположные версии произошедшего. Вооруженные силы Кыргызстана обстреливают со всех видов тяжелого и огнестрельного оружия пограничные села Таджикистана, гражданские строения и дома мирных жителей, заявляет пресс-центр пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. Военнослужащие спецподразделений Кыргызстана совершили вооруженное нападение на дома мирных жителей в поселках Багистон и Лакон города Исфара и подожгли жилые дома и хозяйственные постройки, отмечается в заявлении. Погранвойска Таджикистана обвиняют кыргызскую сторону в игнорировании предложений прекращения огня и мирных переговорах. Соответствующие органы Таджикистана дважды в 6:30 и 7:30 осуществляли одностороннее прекращение огня и предлагали начать переговоры. Но военнослужащие Кыргызстана проигнорировали эти предложения и продолжили обстрелы, применив все виды оружия. Населенные пункты Таджикистана подверглись шквальному обстрелу, сообщает пресс-центр. Подчеркивается, что усилия Республики Таджикистан по стабилизации ситуации на границе не дают положительных результатов в связи с тем, что кыргызские военные игнорируют предложения о мирных переговорах. Как вам такая ситуация, учитывая, что вчера глава одного из городов сказал, что мирные переговоры дали результат, и они договорились о прекращении огня, а сегодня заново? Как вам такая подлость? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В информации не указано, есть ли пострадавшие в результате обстрела. Ранее источники из числа жителей приграничного Варуха сообщили, что один таджикский пограничник погиб, нескольких госпитализировали с ранениями. Есть пострадавшие среди мирного населения. Главы ГКНБ двух стран проводят переговоры о прекращении огня. А в это время в Самарканде уже началось заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества в узком составе. В саммите участвуют в том числе президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Садыр Жапаров. Стоит только представить, какая между ними сейчас накаленность. И как вы думаете, почему это все происходит? Это из-за саммита или какие-то другие ситуации? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В это же время стало известно, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями Советов безопасности Таджикистана и Кыргызстана в связи с обострениями ситуации на границе двух стран в пятницу утром. Станислав Зась, Насурло Махмудзада и Марат Иманкулов в ходе переговоров высказали необходимость о немедленном прекращении огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем. Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в принципе, как и всегда. По данным таджикской стороны, один пограничник на вчерашний день Таджикистана был убит, 3 ранены при обстреле с кыргызской стороны. Минздрав Кыргызстана сообщил тогда о 18 пострадавших. О погибших никаких сведений не было. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.